Там, отойдите все, подождите, я сейчас танцую. Прыгнули сюда, прыгнули сюда. С виду кажется, что ой, а по факту мы не лебеди, мы титаны. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Нет, конечно, у нас это профессионально, и мы к этому готовимся, учимся. Изначально нам заставляют держать точку, то есть когда мы делаем оборот, мы должны голову быстро вернуть. И тем самым голова у нас остается в одной точке, поэтому голова не кружится. Ну, конечно, если долгое время не работать и, там, допустим, после отпуска, пока ты входишь в форму, голова иногда шатает, иногда штормит. И прилично так штормит. Ну, в плане других артистов, конечно, многие не заморачиваются по поводу питания. Единственное, стараются как бы есть побольше мяса, потому что восполнять энергию нужно. А так, в целом, редко кто сидит на диетах. Но я как раз это редкое исключение. Я склонен к полноте, и я сижу частенько на диетах, я стараюсь следить за своим внешним видом, потому что сцена требует этого. А так остальные артисты по-разному. Женская часть, большая часть не следят прям так строго, что вот рис нельзя, хлебушек нельзя. В целом, потому что нагрузка большая, поэтому и едят как положено. Завтрак, обед и ужин. Слава богу, на сцене, именно на спектакле нет, но когда идут репетиционные моменты, когда идет подготовка к спектаклю, бывают моменты, что что-то не получается, да, ну прям вот, чтобы уронить балерину, и она там сломала себе что-то, слава богу, на моем опыте не было. А так риск, конечно, есть. С виду кажется, что ой, прыгнули сюда, людям все равно, да, мы такие ха-ха-ха, или как все привыкли, вот мы лебеди, а по факту мы не лебеди, мы титаны, мы заставляем себя пахать. Мужчины качаются в качалках, как положено, потому что поднимать даже 50-килограммовую балерину, это нужно много сил. Это стереотип. Мы как обычные люди. Мы просто вот, ну, у каждого какой вкус, у каждого какой, не знаю, там, как в еде, допустим. Любимая еда, любимая музыка, любимый цвет у всех разный. Я не могу сказать, что все артисты любят классику, обожают классику. Некоторые слушают тяжелый рок и металл, я не знаю, все по-разному. Да, я люблю классику, потому что она успокаивает, она там настраивает тебя. Ну и я такой же любитель наших национальных песен, честно говоря. Хоть и я не разговариваю на кыргызском, но мне очень нравятся песни Гульнур Сатылгановой, Мирбека Атабекова. Продемонстрировать? Нет. Ну, не знаю даже. Как обычные люди. Ну, там, я не встаю в позицию и начинаю, там, отойдите все, подождите, я сейчас танцую. Нет. Музыка играет, также веселишься, бесишься. Ну, вообще, если честно сказать, балет очень легко воспринимается людьми. Единственное, перед тем, как вот прийти на спектакль, прочитайте брошюрку. Вот при театре, при входе в театр обязательно продаются программки, брошюрки. Открываете, там написано полностью либретто. И то есть изначально, если вы ознакомитесь с сюжетом, вы будете понимать, что вот главный герой он, у них какая-то любовная тема. В принципе, весь балет строится на любви, на истории любви какой-нибудь. И это какая-нибудь борьба за любовь. Неразделенная любовь, или трио, или еще что-то. В целом это все понятно и ясно. Да, у каждого артиста есть, ну, как бы,
ступени, по которым ты поднимаешься потихоньку. У всех артистов изначально берут в кардебалет. То есть, ну, есть, конечно, исключения, допустим, кого сразу могут взять солисты. С кардебалета начинают давать какие-то двоечки, троечки. У нас в балете это называется корифейские партии. То есть, это еще не совсем солист, но уже не кардебалет. Солист в кардебалете, вот. И там танцуешь ты двойки, тройки, какие-то вставные вариации. Потом идет уже сольные партии, вторые сольные партии. И дают соло. Вот. И когда уже получается солист, ты являешься на наивысшей ступени. Ну, трудности это, конечно, травмы. Травмы, с которыми мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся. И я думаю, не только я такой артист, невезучий, так скажем. Просто, в принципе, довольно рискованный вид искусства, потому что в дуэте могут быть какие-то травмы, вот как мы говорили ранее, да? Партнер не поднял, уронил, все, девушка травмировалась. Или наоборот, резко мужчина поднял, сорвал спину. Допустим, такие тоже бывают моменты. Не так на ногу встал, не так пируэт скрутил, подвернул ногу, скосил ногу, не приземлился неправильно. И вот это все микротравмы бывают, которые потом перерастают в большие. Мы, в принципе, госслужащие, и мы работаем на окладе. У нас нету каких-то определенных выплат за каждый спектакль, или нету каких-то поощрений за какие-то новые вещи или еще что-то. Если это коммерческие спектакли, конечно, они оплачиваются, то есть совсем не из нашего репертуара спектакля. В целом, как бы, начинающий артист получает от 10, ну вот где-то в порядке 10 тысяч, постарше, посолиднее, поопытнее 12-13, и вот, допустим, солисты, как я, 15-16 тысяч получают. Ну, мы госслужащие, мы работаем на такую мизерную зарплату. И сейчас, благо, как бы нам подняли оплату, ну, сейчас в среднем моя зарплата выходит где-то порядка 18-17 тысяч.